Вахид Саматхович, у вас есть вопросы к представителю Нет, Верховного нет Суда? вопросов. Самат Хаштабекович. Вопросов нет. Спасибо. Уважаемый судья, есть вопрос? Да, Хакель Джумалевич, пожалуйста. Уважаемая Маргарита Насырхановна, скажите, пожалуйста, вот предыдущие представители третьих лиц сказали, что в рассматриваемом случае есть больше проблема правоприменения, чем конституционности. Вот, и скажите, пожалуйста, в таком случае являлась ли эта проблема, тема преюдиции, преюдициальной силы судебных актов, выносимых в том числе по главе 57 ПК, предметом рассмотрения Пленума Верховного Суда? Насколько мне известно, отдельного, по-моему, такого пленума не имеется. И у меня сейчас тоже нет оснований полагать, допустим, что такие ошибки или, допустим, если, допустим, преюдиции неправильно применяют суды, это имеет частный характер или повсеместный, поэтому тоже не могу утверждать, поскольку для этого нужно такое, скажем, всестороннее обобщение судебной практики надо проводить. То есть такого обобщенного изучения, судебной практики такого не было, да? Ну да, именно на предмет преюдиции, по-моему, не было. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, Маргарита Насырхановна, в продолжение этого вопроса. Когда пленум Верховного Суда считает вопрос таким актуальным, назревшим для того, чтобы вынести такое постановление? Или люди, в принципе, могут ходить с такими судебными ошибками, о которых вы только что упомянули, что они могут быть? Да, спасибо за вопрос. Вообще, скажем так, что у нас на полгода или на год у нас план внутренний Верховного Суда принимается, туда включается обобщение судебной практики по тем или иным вопросам. Они определяются судебными коллегиями самостоятельно, и они по степени важности, актуальности, они включаются в план. Иногда такие темы, они вытекают из плана мероприятий исполнительной ветви власти, где они просят тоже провести обобщение. И тоже, это не то чтобы в оправдании, да, я хочу тоже сказать, что в отделе обобщения у нас всего работают 10 сотрудников, из них 3 задействованы судебной статистикой, то есть фактически 7 человек, и, то есть, скажем, по каждому, например, какой-то по наболевшей проблеме, прям такое обширное, скажем, изучение практик, обобщение, но тоже какой-то субъективный тоже значение имеет. А так, конечно, Верховным судом мы постоянно поступают письма, допустим, от местных судов при возникновении вопросов. В НКС поступает, мы тоже, наш отдел тоже мы рассматриваем. Если уже конкретно можно, в принципе, без изучения судебной практики каким-то образом на это отреагировать и судебную практику выправить, то мы, конечно, такие меры тоже принимаем. Понятно. У меня следующий вопрос в таком случае. В вашем выступлении вы сказали, что приговоры суда, которые вынесены на основе процессуального соглашения, не имеют преюдициальной силы. Если вчитаться части оспариваемой 1 и 3 статьи 95, из этого вытекает такой вывод, если бы не было бы нашего решения? В смысле, имеется в виду, не требует ли там уточнения? Да? Такой вопрос для вас. Для судей это понятно, правовая определенность здесь присутствует в таком случае? Правовое регулирование оспариваемой статьи, оно достаточно для того, чтобы в судебной практике не совершались ошибки при применении? Прям однозначно, наверное, не могу сказать, но я немножко отвлекаюсь. Когда я готовилась к этому процессу при подготовке нашей позиции, я изучила, как в других странах, да, они разрешены, данная норма. Допустим, скажем, в России такие указано, что при этом такие
приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. То есть, как бы скажем, ну, четко прописано, что ли. Вот. Или, вот, допустим, насколько, конечно, применимо, но из открытых источников то, что мы нашли, допустим, вот в Америке преюдиция обычно не распространяется на приговоры, вынесенные по упрощенной схеме в порядке сделки с правосудием. То есть, оказывается, вот в других странах немножко имеются уточнения какие-то, в каких случаях. Но вот данный вопрос я бы на усмотрение суда, наверное, оставила бы. Веско сказать, что вот этого достаточно, я воздержусь от такого ответа, потому что данный вопрос был, скажем, предметом обсуждения и на других процессах тоже, как вам известно, да? Еще вопросы, да? Ну, в связи опять же с вашим комментарием. Вот вы говорите, изучили опыт Российской Федерации, да, там такая норма содержится, да, действительно, конкретно, значит, запрещающая распространение, да, преюдициальной силы на лиц, не участвующих в предыдущем процессе, да. Вот если такую норму, на ваш взгляд, ввести в УПК действующий наш, что-то, какая-то проблема может возникнуть или что? Как? Почему вы опасаетесь? То есть не можете твердо сказать, что если такая норма будет существовать у нас, то проблема разрешится, в смысле, в таком плане отметили? Ну, немножко, наверное, я привязана все равно к той позиции, которую мы официально давали, и, наверное, вот, ну, как бы с учетом этого, наверное, я ответила. Спасибо. Нет вопросов. Присаживайтесь.